По морским границам чеченского государства, по материалам документов Российской империи и других источников, эта береговая линия Каспия более 400 километров, принадлежавшая чеченцам и носившая название «Чеченские воды». Несмотря на все трагические события, чеченцам в начале XIX века удалось восстановить присутствие на побережье Каспия. Генерал-майор Кноринг в январе 1800 года сообщал о чеченских границах. Согласно рапорту генерала, территория Чечни граничила на всей черте кордона, противопоставленного их чеченским жилищам, простирающегося до 200 верст от реки Сунжи до берегов Каспийского моря. Кроме того, по утверждению Кноринга, в начале XIX века чеченцы были способны выставить армию численностью в 10 тысяч воинов. Часть Каспийского побережья в царских документах первой половины XIX века прямо именуется Чеченскими водами. В 40-е годы российские власти, контролировавшие данный район, определяли участок побережья моря, который планировалось выделить под вольный промысел. Так, в документе об устройстве рыболовных промыслов на Каспии сообщается. Государственный совет находит, что последовавшие по настоящему вопросу единогласное заключение Общего Сената Собрания, которым предоставляется вольному промыслу все пространство морских вод, которое останется свободным, за отделением части онных для береговых владельцев, надлежит оставить в своей силе, кроме лишь статьи собственно о чеченских водах. Относительно же чеченских вод утвердить состоявшееся впоследствии определение Первого департамента правительствующего Сената. В 1846 году большая часть чеченских вод была выделена в пользование линейным казакам, что отразилось на количестве прочих рыболовов, приобретавших билеты на право ловли рыбы. Другой документ сообщает о споре между казаками и Шамхалом Тарковским, оспаривавшим право первых на пользование участком чеченских вод. В частности, в документе сообщается: относительно отдачи казакам Кавказского линейного войска чеченского участка рыбных промыслов на Каспийском море в 1846 году постановлено: первое. Полкам сего войска, Кизлярскому и Гребенскому, предоставляется право свободного лова рыбы в Каспийском море на всем пространстве берега, принадлежащего им по высочайше утвержденному в 1846 году положению от так называемого Большого банка до пределов владения генерал-майора Шамхала Тарковского. В 1857 году спор между казаками и Шамхалом Тарковским был рассмотрен Кавказским комитетом. В документах читаем: сущность этого дела состоит в том, что в 1846 году по ходатайству бывшего главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом, покойного генерал-фельдмаршала князя Воронцова, было предоставлено казакам и Гребенского линейных полков право свободного лова рыбы в Каспийском море на всем пространстве берега, принадлежащего им по высочайше утвержденному положению о Кавказском линейном казачьем войске 14 февраля 1845 года от так называемого Большого банка до владений князя Тарковского. При определении границ сих вод, которые имеют свое особенное название, а именно вод чеченских, генерал-лейтенант князь Тарковский объявил права, собственно, на часть их. Для разбора этого дела была составлена комиссия, которая и нашла необходимым оставить во владении генерал-лейтенанта князя Тарковского пространство вод в Каспийском море, которым он издавна пользуется, менее 2 верст от Поповой косы до острова Чечень, а Кавказскому линейному казачьему войску взамен этого отдать часть между Большим банком и водами Всеволожских. В споре о разграничении чеченских вод участвовали 3 стороны: казаки Кавказского линейного войска, рыбопромышленники и князь Тарковский. 2 первые стороны не имели никаких прав собственности на данные воды. Что же касается Шамхала Тарковского, то относительно его притязаний со слов бывшего кавказского наместника князя Воронцова князем Бебутовым сообщалось, что Тарковский не имеет доказательства на право владения пространством вод от Поповой косы до острова Чечень. Приведенные данные в совокупности показывают, что береговая граница чеченского государства, именовавшаяся в документах чеченскими водами, представляла собой довольно длинный участок побережья Каспия протяженностью более чем в 400 километров.